Гостиница «Делюкс», расположенная в самом центре Оша, стала сегодня центром внимания всей общественности. Как выяснилось, в одном крыле этого здания расположено подпольное казино. Именно сегодня здесь охранниками данного заведения были задержаны и избиты двое журналистов, которые пытались провести свое расследование. Никаких опознавательных вывесок заведение не имеет, но жители этого микрорайона уверенно заявляют, здесь действует подпольное казино. Местным таксистам неоднократно доводилось подвозить его игроков. Я часто подвозил посетителей казино. Некоторые жаловались, что проиграли 40-50 тысяч сомов. Среди пострадавших от деятельности игорного заведения оказался житель Наукатского района Рахман Алиев. Его 35-летний сын за последние 3 дня проиграл здесь 350 тысяч сомов. Мне позвонила невестка, сказала, что мужа 3-й день дома нет. Я начал его искать. Люди сказали, что около рынка Киличек имеется казино. Возможно, мой сын там. Я действительно нашел его здесь. Оказывается, он взял у брата машину, Портер продал ее, а все вырученные деньги проиграл. Я думал, все казино давно закрыты. Выходит, нет. В Кыргызстане казино были запрещены с 1 января 2012 года. Но, судя по всему, закон коснулся не всех. Это казино уже 5 лет работает. Если бы у них не было покровителей, давно бы закрыли. В УВД Оша тем временем заявляют, что в городе идет борьба с подпольными казино. И в том, что они до сих пор все не закрыты, вины милиции нет. В 2018 году нами было выявлено 8 подпольных казино. Были проведены соответствующие следственные действия. Однако по результатам технической экспертизы было признано, что состава преступления в деятельности этих заведений нет. То есть организации азартных игр не было и уголовные дела были прекращены. Кстати, в отношении заведения, расположенного в здании гостиницы «Делюкс», уголовные дела возбуждались 4-жды. Однако закрыто казино так и не было. Теперь милиция намерена повторить попытку. Уже возбуждено уголовное дело по статье 212 «Организация или содержание притона для проведения азартных игр». Поставит ли оно точку в деятельности игорного заведения, вновь решит экспертиза. Гульбара Кенджеева, Акджол Айбашев, Ала-То 24, Ош.